Мы знаем, что они в современном мире очень развиваются сильно, даже в Чеченской республике. Айтишники, они, наверное, люди, которые занимаются какими-то компьютерными технологиями, программными обеспечениями. Честно говоря, без понятия. Типа инновационные технологии, компьютером разбираются. Ну, если честно, особо представления тоже не имею. Программированием, таргетологом, это продвижение товаров через сеть, еще разработка различных сайтов там, плюс бизнес-информатика. Ну, что-то связанное с программированием, наверное, с информатикой, скорее всего, с компьютерами. Телефоны, компьютеры. По разработке каких-нибудь программных обеспечений, даже в крупных предприятиях, айтишники, скорее всего, нужны будут. Айфоном пользуюсь. Нет, не Точно. особо, точно. Скорее всего, да. Часто сижу за компьютером, скорее всего, мне встречаются именно их разработки. Да, телефон. Нет? Нет. Скажи Хорошо. нет. Ну, мне бы понять, какие эти программы, тогда бы ответил. Ассаламу алейкум. Мы сегодня здесь у тебя в гостях в компании Expovision. И очень интересно, очень хорошую работу вы делаете. Хотелось бы задать несколько вопросов, которые я хотел бы донести именно до наших подписчиков, зрителей. Я считаю, очень важное направление развития IT-технологий для молодежи вообще в целом, и в частности для молодежи нашей республики, нашего города. Поэтому, чтобы в самом начале этого видео, чтобы объяснить молодым людям некоторые важные, как я считаю, моменты, я бы задал 3-4 вопроса. Первый вопрос будет такой. Бытует мнение, что для того, чтобы изучать IT-технологии, надо иметь какие-то углубленные знания математики, надо иметь какие-то способности больше, чем обычные. И считается, что далеко не каждый может заниматься изучением IT-технологий. Первый вопрос будет таким: кто из молодых людей, из подростков, на каком уровне человек должен быть в плане образования, в плане там, той же математики, каких-то других там точных наук, для того, чтобы он вообще мог заинтересоваться, для того, чтобы он мог изучать IT-технологии, насколько это возможно. Алейкум ассалам, Ашуа Лайса. Да, на самом деле существует такая проблема, что многие считают, что IT-технологии это нечто очень сложное, что это не для всех, что там нужны какие-то специфические знания, там какие-то там определенные мышления, с помощью которого только можно лезть в эту сферу. На самом деле это не так, это в принципе как с любой другой отраслью, человек без опыта, без знаний, в том числе и дети, да, то есть могут обучаться различным IT-технологиям. И суть здесь заключается в том, что есть очень много ответвлений, направлений, в которых каждый сможет найти что-то интересное для себя. Если человек, например, с таким более математическим складом ума, да, он может там полезть в сферу там, программирования, разработки, там, разработка мобильных приложений, каких-то программно-инженерных проектов. Если человек более творческий или там больше нравятся гуманитарные направления, он может найти себя в сфере там 3D-моделирования, дизайна, архитектуры, там, графического дизайна, ну, в общем, очень много направлений. И, в принципе, каждый может найти что-то интересное для себя. И для того, чтобы обучиться той или иной отрасли, не нужна какая-то определенная база. Да, то есть здесь можно начать абсолютно там, с самого начала, с азов, и дойти достаточно быстро
дойти до того, чтобы стать каким-то очень востребованным специалистом. И что еще хорошо, то что сегодня IT-технологии, они в принципе уже есть в любой отрасли. Там, взять сферу, там, не знаю, там, промышленности, медицины, там, социальные направления. То есть даже в мире есть отдельное направление социальные инновационные проекты. Очень активно этот тренд сейчас везде в мире идет, развивается. Поэтому IT-технологии, они везде, и, в принципе, чтобы зайти туда, не нужны какие-то специфические знания. Мы поняли из твоего ответа то, что направление IT-технологий может найти себе, скажем так, применение своим силам, своим способностям. Могут найти молодые люди, которые не обладают какими-то заоблачными знаниями, и молодые люди, которые занимаются как точными науками, так и гуманитарными науками. То есть в IT-технологиях есть разные направления, разные специальности, где можно найти себе применение. Мы это поняли, огромное спасибо. Второй вопрос, который будет интересовать молодых людей. Примерно сколько времени нужно молодому человеку изучать то или иное направление, сколько времени ему нужно будет учиться для того, чтобы уже где-то начать работать, уже начать получать какую-то заработную плату или какую-то оплату за свою работу. И сразу вопрос, примерно на какие доходы, на какую заработную плату может рассчитывать молодой человек, который достиг определенного уровня в изучении IT-технологий. Вот, желательно с приведением каких-то примеров среди молодых людей, которых лично ты знаешь. В принципе, если говорить про время, которое необходимо для того, чтобы там, человек уже начал вести какую-то работу, выполнять коммерческие заказы или устроиться на работу IT-специалистом, то на самом деле здесь не так много времени нужно. То есть, допустим, вот у нас на нашей площадке есть образовательные курсы. Они длятся от 2 до 6 месяцев. И программа делается таким образом, что после окончания курсов человек уже сразу может начать делать какие-то коммерческие проекты или устроиться на работу. Вот, то есть, как проходит процесс обучения, мы делаем так, что человек максимум делает практику. То есть в процессе работы он уже нарабатывает портфолио, которое потом он уже может показать там даже каким-то работодателям. Вот. И если говорить прям про оплату, здесь как это работает? Вот в IT-технологии есть такие некоторые там градации, где определяется, да, то есть в каких направлениях там человек там считается там, получать ту или иную оплату. Есть понятие джуниоры, это начинающие IT-специалисты. Если говорить про веб-разработку или дизайн, то здесь джуниоры могут рассчитывать на зарплату там в России, если говорить про среднюю зарплату, от 30 до 80 тысяч рублей. Следующий этап это middle, то есть средний уровень. В принципе, кстати, джуниор это человек, который обучился каким-то наукам, в принципе, сразу начинает работать. Middle специалистом он может стать через год-два, это зависит от его там, усердия, труда, насколько он активно будет работать, да, то есть, конечно, все это зависит от его усилий. Вот, но через 2-3 года он может стать специалистом среднего уровня, и у него оплата от 80 до там, 200 тысяч рублей, к примеру. Ну и там сеньоры их называют, это уже как бы уже настоящие профессионалы, они там от 200 тысяч рублей, и как бы такого прям потолка у них, можно сказать, нет, то есть они могут зарабатывать очень много и могут выполнять серьезные проекты. У нас с каждым годом развиваются технологии, развивается робототехника. Я это говорю о том, что с развитием технологий все меньше становится в мире рабочих мест. И, соответственно, нашу республику это тоже будет касаться. И насколько молодые люди, которые будут изучать IT-технологии и будут учить английский язык, насколько они смогут найти себе работу как в самой республике, так и за ее пределами. Насколько они смогут легче решить проблему трудоустройства. Сегодня на самом деле вот английский язык, я бы сказал, что всем необходимо его изучать. В первую очередь, потому что, во-первых, там, даже если, допустим, человек IT-технологии изучает, сами термины, которые используются, да, в IT-сфере, они как бы многие даже не переведены на русский язык. И, допустим, программист, который изучает именно кодинг, да, ему настоятельно рекомендуется изучать английский, потому что он ускорит процесс изучения программирования, ему будет проще. Потому что команды, которые задаются в программировании, они все на английском языке, то есть на русском языке вообще даже нет. Соответственно, здесь он как бы в первую очередь необходим. Да и в целом, почему еще нужен английский? Потому что он снимает сразу же барьеры. То есть мы, допустим, у себя в центре делаем акцент на то, чтобы у нас
не было именно только специалиста, там, утечки мозгов. И как мы этого добиваемся? Тем, что мы пытаемся находить проекты, сидя здесь, у нас в офисе, мы делаем международные проекты. То есть, условно, даже за последний месяц у нас были клиенты там небольшие, да, мы только начинаем, но тем не менее, клиенты из Германии, из Италии, из Бахрейна, ну и, естественно, из других регионов России. И ребятам не нужно уезжать куда-то для того, чтобы работать на зарубежной компании и, соответственно, получать какую-то хорошую оплату. Они могут, сидя здесь, работать за английский на зарубежной компании и приносить пользу там, всему региону тем, что они еще обучают наших ребят здесь, да, и это действительно очень такая большая поддержка. Вот. И если говорить про безработицу, тут такой вот интересный момент, я как раз хотел привести пример, как раз вы выкладывали такой пост вот у себя в Инстаграме, что вот, например, взять дрон, квадрокоптер, да, то, что он заменил 3 профессии. То есть раньше людям нужно было там на вертолетах улетать, снимать какие-то репортажи, и там 3 человека было задействовано для всего процесса. Сегодня достаточно одного оператора, то есть кто, точнее, управляет дроном и, соответственно, снимает контент. Но здесь есть такой очень интересный момент на самом деле. С одной стороны, говорится о том, что IT-технологии, они как бы автоматизируют многие процессы и сокращают там людей, да, там рабочих местах. Но с другой стороны идет обратная картина, то, что появляются новые профессии, которые до сих пор не было, появляются новые рабочие места. И таким образом происходит некая оптимизация, некая такая эволюция, то, что люди с одних профессий переходят в новую сферу. И на самом деле это, мое мнение, то, что в конечном итоге это не отразится таким образом, что мы получим то, что увеличится безработица. Наоборот, мы можем прийти к тому, что если мы будем активнее развивать IT у нас, мы сможем сильнее избавиться от безработицы за счет того, что ребята смогут не только региональные проекты выполнять, но и проекты всероссийского масштаба, а то и международного. Вот. И последний вопрос лично от меня. Это молодой человек, допустим, посмотрел это видео или где-то в другом месте увидел информацию, заинтересовался вашей компанией, заинтересовался Expovision. И как мы знаем, что есть еще другие площадки, где человек может прийти изучать. Это и технопарк ЧГУ, и хайпарк ГГНТУ, и Кванториум детский, ITQ. Молодому человеку, который заинтересовался и хотел бы обучиться этому, я бы сказал, мастерству, куда ему прийти, куда ему обращаться, какой алгоритм действий от него должен быть, как он сможет попасть к вам или на другие площадки. На самом деле у нас сегодня в регионе созданы очень хорошие условия для развития IT-технологий. Достаточно просто посмотреть, какие возможности есть в разных местах, городах, регионах. И даже делегации, которые приезжают к нам в республику, да, то есть они видят площадки, там, которые созданы в технопарке Чеченского госуниверситета, созданы в хайпарке ГГНТУ, созданы кванториумы, IT-клубы. Да, то есть это возможности, которым любой человек сегодня у нас может пользоваться. И проблем, чтобы зайти в IT-сферу, на самом деле нет. То есть, если ты студент того или иного вуза, тебе даже далеко идти не нужно. Прямо на площадке вуза созданы возможности, чтобы человек прям влился в IT-технологии. Как минимум подошел к руководству тех же технопарков. Или там кванториума, если это школьники, да, там детские технопарки. Подошли к ним, пообщались, там они там найдут им применение, то есть там какую-то проектную деятельность их вовлечь. То же самое также к нам могут пойти, да, то есть мы уже больше со стороны, допустим, именно бизнес-сферы, да, то есть коммерческой истории, мы можем в этом направлении помочь. То есть помимо того, что мы делаем какие-то проекты, да, как в регионе, в России, так и международные, мы вот открыли образовательный центр именно для того, чтобы наши специалисты, которые уже являются профессионалами, они могли делиться своими знаниями с молодежью. И, соответственно, мы таким образом получали все больше и больше IT-кадров, которые будут полезны для всех нас, которые будут работать в разных индустриях, в разных сферах, которые будут приводить к тому, чтобы у нас в целом IT-индустрия, да и в целом экономика региона будет расти. То есть, например, если человек там хочет там учиться каким-то технологиям, может прийти там, либо там написать прям Instagram, Expovision, это у нас страница, либо там по номеру обратиться, вот у нас номер телефона 8929 44095. То есть человек может просто позвонить администратору, проконсультироваться, рассказать, что ему интересно. Если человек не понимает, что ему интересно, у нас часто так бывает, нам звонят, приходят в офис, у нас офис на проспекте Кадырова 216 находится, приходят и говорят, мне вот интересно, но я не знаю, с чего мне начать. Да, то есть и таким образом мы делаем консультации, показываем, какие проекты есть, какие сферы. И человек, когда уже увидел, какие возможности есть, он уже лучше понимает, окей, мне вот это интересно, или там другое, там, и, соответственно, уже имеет полную картину, куда ему лучше пойти, а мы ему уже, соответственно, с этим поможем.
your name? My name is George51. What is this place? I do not see anything in your hands, at least for now. What happened over here? Yesterday, you and your friends made a bet on who will drink the most tea. Congratulations, you won. I don't understand your question. What I need to do? I think you need to put the red box into the scanner. Good job, but it's too early to relax. What I need to do now? Not a hat yet, but already good. I think you need to press down the pressure plate with something. We need to put the big cube on the pressure plate. What is this? It's like a small cube, but bigger and heavier. You are almost as smart as me. What I need to do now? I heard that people who turn valves in the right direction make big money. This valve raises and lowers that platform over there. Congratulations, you got out of this room and thanks for the hat. What's up? I'm fine. How are you? Наша команда, она приняла участие в конкурсе «Цифровой прорыв». Там проходило мероприятие под названием «Хакатон». И в этом мероприятии мы заняли первое место. Мы создали продукт для компании Ростелеком, где человек может обучаться английскому языку, разговаривая непосредственно с неким искусственным интеллектом, то есть с ботом. И когда человек разговаривает, он должен решать совместную задачу, которая поставлена и человеку, и компьютеру одновременно. И, например, тебе и компьютеру поставлена задача выйти из комнаты. Но компьютер, он наводит тебя на эту задачу, ты должен с ним разговаривать, чтобы прийти к ответу. Вот. Разговаривая, только таким образом ты можешь выяснить, что вам нужно сделать. Она в первую очередь позволит именно развить разговорный английский, потому что по большей части программы, которые есть там, на рынке, там, в доступном скачивании, они лишь предоставляют некий такой, знаете, линейный разговорный английский. То есть ты просто разговариваешь с компьютером, он тебе дает ответ, но нет какой-то общей поставленной задачи. Или же бывает просто переписка с ботом. Но когда у тебя есть некая ситуация, и тебе нужно задавать наводящие вопросы и отвечать на определенные вопросы, чтобы потом прийти к какому-то решению, тогда уже у тебя развивается разговорный английский. И как все это работает, мы подключили туда гугловский API, где мы разговариваем, наш текст, то есть наш голос, он конвертируется в текст, бот распознает текст, который он передается, и он отвечает уже голосом непосредственно, текст переводится в голос уже. В дальнейшем планируются еще какие-то более интересные задания. Одна из идей у нас это когда вы являетесь помощником водителя, а водителем является уже непосредственно бот, то есть искусственный интеллект. Мы ему должны давать команды, куда поворачивать, там, где ехать прямо. Но в один момент происходит проблема. Наш компьютер, то есть бот, водитель наш, он решает открыть окно. И в этот момент наша карта, которая у нас в руке, она вылетает через окно. И теперь мы должны выяснять, куда нужно ехать. Потому что карты нет, выкручивайся, разговаривай с ботом. Мы планируем именно выпустить на персональные компьютеры, в первую очередь. И, скорее всего, готовый, прям расширенный продукт где-то в конце 2021 года. Наша команда, точнее даже две наши команды, принимали участие в самом крупном IT-событии в России. Это конкурс разработчиков, который называется «Хакатон. Цифровой прорыв». Ну, вообще, что такое хакатон, чтобы понятнее было, это везде в мире используется это название. Хакатон — это когда дается какое-то задание на разработку той или иной платформы, сайта или еще какой-то технологии с ограниченным временем. И у нас было в принципе 1,5 дня для того, чтобы сделать разработку продукта, связанного именно с изучением иностранных языков. Вот, и наша команда, у нас было две команды, которые принимали участие в нем, и впервые там в Чеченской Республике сразу две команды из Чечни прошли в финал, и оба команды это были команды нашей компании Expovision. И в финале так получилось, что мы взяли первое место. Это на самом деле очень значимое событие для всей Чеченской Республики, потому что в самом крупном IT-событии в России, в конкурсе программистов, разработчиков, команда из Чеченской Республики заняла первое место и, соответственно, выиграла также грант в размере 750 тысяч рублей.
Это проект Xpacar. Он нацелен для конфигурации различных автомобилей. Данный конфигуратор представлен в 3 вариантах, как десктопный вариант, VR-вариант и веб-приложение. В этой программе вы можете сконфигурировать собственное приложение. То есть вы можете там открыть дверь, посмотреть в багажник, поменять цвет автомобиля, поменять диски. Также вы можете сесть за руль этого автомобиля, отпустить окно, сменить цвет интерьера, включить машину, дать газу. Также сменить кресло, сесть за пассажирское сиденье. Данный конфигуратор представлен в 3 вариантах. Как для VR-шлемов, то есть человек может одеть VR-шлем и посмотреть его VR. Также десктопом, то есть посмотреть его на компьютере и на веб-сайте, то есть в веб-приложении. Буквально в марте этого года, как раз когда начался карантин, и у нас было очень много свободного времени, мы решили начать работать над таким проектом, как Xpacar, который сейчас видите, да. Этот проект связан именно с работой с автомобильными дилерскими компаниями, которые продают автомобили, и мы заметили ряд проблем, которые у них существуют. То, что, во-первых, когда клиент покупает машину, ему необходимо именно видеть, то есть автомобиль во всех комплектациях. А сегодня автопроизводители не дают там элементарно даже всех фотографий возможных комплектаций, то есть какие-то диски, там, поменять там обшивку интерьера, там, поменять руль, там, обвес. Не все детали даже в фотографиях выступают. И человек не видит полную картину, это раз. Вторая проблема, она более даже актуальная. В 2019 году 10% всех автомобилей в мире было продано онлайн. И рынок целенаправленно идет к тому, чтобы это число увеличилось. То есть люди покупают сегодня автомобили, даже не видя их вживую. А если взять элементарную компанию Mercedes, они на 2025 год поставили цель увеличить онлайн-продажи до 25%. И мы понимаем то, что инструментов, которые позволили бы спокойно увеличить онлайн-продажи, их практически на рынке нет. Решили разработать данный проект. И, в общем, в марте мы начали разработку, в июне мы получили финансирование от фонда с Бахрейна в размере $32 тысяч, и, соответственно, полноценную разработку платформы начали вести. Вот, сегодня мы, в принципе, закончили основную рабочую модель, сделали, дорабатываем проект и начинаем общаться с потенциальными заказчиками. То есть, в целом, проект позволит дилерам увеличить онлайн-продажи, особенно в эпоху пандемии, когда возникли проблемы с живыми продажами, этот продукт им сильно поможет увеличить свои продажи. Данный проект у нас разрабатывался для одного немца, то есть это архитектурная визуализация, которая уже подстраивалась под VR, виртуальную реальность. Данные очки, вот именно эти очки, будут показывать тебе напрямую то, что происходит там. Это виртуальное пространство. То есть смотри, сейчас мы надеваем. Теперь смотри, вот этот указательный палец, вот этот джойстик, он будет тебя непосредственно перемещать по данной сцене, то есть используя телепорт. Теперь смотри, я сейчас запускаю, вот запускаю, и ты уже оказываешься на созданной с использованием 3D-моделей сцене. Данная квартира содержит различные модели, которые создавались с помощью программы по 3D-моделированию. Это всякие, кухонная мебель, диваны, столы, телевизор и многое другое. А вот именно окружение, то, что извне, то это создавалось с помощью текстур.
добавление уже существующих картинок. Телепортируешься, вот видишь, Саня? Да. Телепортируешься. Также есть возможность именно добавления интерактивности, то есть чтобы ты мог взаимодействовать с этими объектами, брать их, например, кружка, которая на столе, чтобы ты ее мог брать и кидать, делать все, что захочешь. Но в данном заказе это как бы не планировалось, как бы не нужно было, и поэтому мы ее просто не сделали. Вот. Алиан, расскажи, что ты видишь? Что ты видишь именно на сцене сейчас? Так, я вижу стол, стулья, вот цветок у нас искусственный, походу. И вижу улицу. Вот видишь, именно эта внешняя сторона, то, что на улице, это уже реальная фотка, то есть этот немец сделал фотку, прислал нам, мы его как бы на улице разместили, чтобы, ну, примерное представление у него было. Вот. Это такой проект на минимальных комплектациях, чисто чтобы человек мог посмотреть примерные такие наброски, а уже полное взаимодействие, интерактивность — это уже дополнительные услуги. Еще такой момент, если мы не используем там телепорт, а вот эти контроллеры, которые здесь, то у многих людей симуляционная болезнь возникает. Когда они перемещаются, у них мозг осознает, что он стоит, то есть человек стоит на одном месте, но глаза видят, что он передвигается. И тогда, то есть бывает конфликт, и у человека сразу голова начинает болеть. Была квартира, человек мог выходить на балкон, и там уже там всякие высотки, и многие люди вот эти контроллеры просто бросали, так как мы добавили туда эффекты ветра, там, шум города, и такое ощущение бывало, что ты уже на реальной высоте как бы находишься. В целом у нас много проектов в разных индустриях. Один из проектов, который там могли видеть, это проект, связанный с оцифровкой недвижимости. Что это такое? Смотрите, здесь есть основных два момента. Первый момент связан с застройщиками недвижимости. На том этапе, когда они только проектируют здание или там сделали котлован, то есть еще нет чего-то, чтобы показать клиенту, чтобы он зашел в квартиру, в дом или увидел это, на этом этапе они просто показывают потенциальным клиентам картинки, да, то есть сделанные 3D-графику, рендеры, чтобы показать клиенту и продать ему этот объект. Мы же предлагаем сделать полноценную визуализацию, 3D-графику и создать это в виде некого приложения, чтобы человек мог ходить по своему будущему объекту. Это можно сделать как просто через компьютер, так и с помощью очков виртуальной реальности. Человек надевает очки, оказывается в своей будущей квартире, он чувствует высоту потолков, площадь, мебель, он может конфигурировать, менять там объекты мебели, переставлять там что-то и так далее. И второй момент – это для тех людей, которые хотят сделать ремонт. Вот свежий пример, буквально неделю, даже меньше недели назад у нас был заказ для клиента из Германии. Простой пример. Один немец купил дом, он хотел поменять планировку в своем доме, прежде чем он сделает ремонт, точнее сделать ремонт, поменять планировку, дизайн. И мы получили заказ тем, чтобы для виртуальной реальности сделать ему этот проект. То есть мы здесь, сидя в Грозном, сделали проект, отправляем по электронной почте в город Аугсбург, Германии. Человек у себя его запускает, там, у него там есть либо очки, у самого есть очки VR, либо там есть студии, которые позволяют там пользоваться VR-очками, чтобы человек просто протестировал что-то. Он пошел в эту студию, надел очки и оказался в своем будущем доме, который после ремонта, то есть увидел, как он будет. Соответственно, мы выполнили заказ, человек доволен, и вот такая вот некая интересная история у нас получилась. И вот это тоже мы хотим поставить на поток, и вот в сфере недвижимости вот подобные проекты в том числе выполнять. Сейчас открыли акселератор. Для начала о том, что такое вообще акселератор. Вообще это переводится с английского, на английском есть такое слово accelerate. Это словно перевод, это ускорение. Акселератор – это такая специально созданная программа для того, чтобы помогать молодежи создавать IT-проекты. Что туда входит? Мы открыли совместно с венчурным акселератором при поддержке Министерства образования Чеченской Республики и фонда имени Шейха Заида. Эту программу у нас в регионе буквально в конце ноября. Да, то есть мы ее только запустили. Что входит в эту программу? Любой человек, будь это студент, школьник или там взрослый человек, который хочет видеть себя в IT, может зайти на наш сайт expovision.tech, зарегистрироваться. Это абсолютно бесплатная программа по обучению технологическому предпринимательству. То есть, что туда входит? В первую очередь, это образовательная программа, в которую входит 9 модулей. То есть, человек обучается с нуля, как придумать идею для бизнеса, для IT-проекта, как создать свою команду, как разработать финансовый план, как составить финансовую модель, юнит-экономику, как сделать презентацию для инвестора.
То есть они всему этому обучаются. И учатся они этому таким образом, что, к примеру, они прошли какое-то задание, он не может прийти на следующее задание, пока наставник не проверит его задание и не даст ему там оценку и скажет: окей, ты выполнил, иди дальше. То есть, что это дает? На выходе человек, который прошел программу, получает готовый проект, у которого есть рабочий сайт, есть готовая финансовая модель, презентация, сформированная команда и так далее, и так далее. И это позволит реально увеличить там все IT-проекты в Чеченской Республике, чтобы они прям на поток пошли. Вот, это первая часть. Вторая часть заключается в том, что все, кто пройдут эту программу, они смогут представить свои проекты перед инвесторами. Там будут и частные инвесторы, и фонды различные, какие-то государственные, возможно, организации. Вот, программа действует без остановки. Она в постоянном режиме будет работать. Что мы будем делать? Каждые 3 месяца мы будем прогонять ребят через эту программу. Через 3 месяца проходит финал. Финал называется Demo Day. На Demo Day они будут презентовать свои проекты потенциальным инвесторам. Если какому-то инвестору понравится проект, он может дать финансирование. И поэтому вот я считаю, что эта программа, она реально будет таким вот сейчас некой возможностью, которая сильный толчок в развитии IT-индустрии в Чеченской Республике сможет оказать. В целом, если говорить про то, с чего мы вообще начинали, какие проекты делали, вот какие первые шаги мы совершали, то здесь я могу сказать то, что еще со студенческих лет я начал интересоваться IT-технологиями, технологическим предпринимательством, участвовал в каких-то конкурсах, конференциях там, и так далее. Но вот основную деятельность именно в направлении того, чтобы сделать IT-компанию, я начал 3 года назад. На тот момент у меня не было ни команды, там были некоторые знания. На тот момент я как раз прошел стажировку в бизнес-секторе в США, получил некий опыт того, как там делают IT-проекты, и захотел вот эти знания использовать для того, чтобы у нас в регионе уже разрабатывать какие-то интересные проекты, где создать IT-компанию. И в силу там своей работы, деятельности я знал нескольких специалистов, которых я посчитал, что они могли бы объединиться в команду. Я с ними встретился, это было 2 парня, один из них программист, другой 3D-дизайнер, я с ними пообщался. И я им сказал: окей, было бы здорово, чтобы если мы попробовали какие-то стартапы здесь сделать, да, это что-то новое для Чеченской Республики, но это то, к чему мы все должны прийти. Да. И я у них спросил: окей, у нас ничего нет ни финансов, ни никакой поддержки, ничего. Готовы ли вы просто начать и попробовать, да, сделать какой-то интересный проект? Получится — отлично, все будет здорово, не получится, то это будет хороший опыт для нас. И ребята согласились, и мы как бы вот такие вот на энтузиазме, можно сказать, начали работу. Мы делали несколько проектов, один из них — это оцифровка выставочной индустрии. В итоге мы в 2018 году получили поддержку от фонда имени Шейха Заида по поддержке предпринимательства и инноваций, в том числе финансовую поддержку. Начали делать этот проект. И параллельно, что мы начали делать, мы понимали то, что нам нужно будет еще больше специалистов. И мы начали работать таким образом, что условно стажеров мы брали к себе в команду, и наши специалисты, которые уже знают, как вести работу, они их обучали параллельно и давали им какие-то задачи, чтобы они включались в рабочий процесс. Таким образом, когда ты человеку даешь сделать практическую работу, он очень быстро обучается, и мы на выходе получали готовых специалистов. И по чуть-чуть у нас команда росла. И уже в 2018 году мы приняли участие в конференции по стартапам в Стамбуле, в Турции, и вошли в топ-100 международных стартапов в рамках этой конференции. В 2019 году мы попали в топ-100 стартапов тоже только на конференции в Арабских Эмиратах в Дубае. То есть мы со своим стендом выставляли проекты, и уже там, по воле Всевышнего смогли дойти до того, что мы на международном уровне уже свои проекты показывали, да, то есть признание они получили. Вот, и, в принципе, за год мы значительно увеличили свою команду. В этом году у нас уже в штате больше, ну как в штате, да, то есть бывают ребята, которые на постоянной основе над какими-то проектами работают, бывают ребята, которые там периодически подключаются. В целом, если говорить про нашу команду, это уже более 15 специалистов в разных областях. Мы постоянно привлекаем молодежь, мы делаем акцент на том, чтобы постоянно брать стажеров. То есть даже в текущий момент мы делаем набор стажеров, мы возьмем от 5 до 10 стажеров, которых мы прям сразу включим в рабочий процесс. И они не просто будут выполнять работу, они будут обучаться у профессионалов, которые будут направлять их, покажут им, как там вести работу, обучат их тому, чему нужно. И они там, таким образом, включившись в реальную работу, быстро станут специалистами. На этом мы делаем акцент, на этом у нас задел. И результаты сами говорят о себе. То есть мы открыли офис только 1,5 месяца назад, да, то есть достигли уже уровня, что мы можем открыть свой офис. И за эти 1,5 месяца уже у нас 2 команды, которые мы отправили в того, чтобы участвовать в конкурсе программистов в самом крупном IT-событии в России, прошли сразу в финал.
то до этого в течение там 2 команды там никогда не проходили. И более того, одна из команд в итоге выиграла всероссийский конкурс программистов, то есть это на самом деле за такой короткий срок результата. Параллельно у нас есть ребята, которые участвуют в каких-то грантовых конкурсах. Это еще, кстати, ответ для той молодежи, которая считает, что здесь что-то сложное, что не сразу можно там начать работать в этой сфере, там много препятствий. Есть грантовый конкурс, например, конкурс «Умник». Это программа, которая дает безвозмездное финансирование, там фиксированные суммы по 500 тысяч рублей на инновационные проекты. Буквально за последний месяц 3 проекта ребят с нашей команды получили гранты по 500 тысяч рублей. Для понимания, всего, допустим, на этом международном, точнее всероссийском конкурсе, который проходил по всей России, участвовало огромное количество проектов, их было 1000. Из Чеченской Республики всего 4 проекта получили финансирование, вот этот грант по 500 тысяч рублей. Из них 3 проекта — это проекты наших ребят, наших специалистов, которые, собственно, и работают с нами, и обучают другую молодежь. Плюс еще 5 проектов у нас прошло финальную стадию, там это у нас еще впереди должны быть финалы. То есть это к тому, что на самом деле достаточно быстро можно дойти до определенного уровня, и это такой некий посыл молодежи, то, чтобы они не считали то, что они не могут делать что-то такое крутое, да, какие-то интересные инновационные проекты. Все мы это можем делать, главное желание, упорство и труд. И, соответственно, на всем полагаться на Всевышнего, и, иншаллах, все получится. В общем, мы хотим заканчивать, да, то есть мы хотим сделать так, чтобы у нас в регионе ребятам не нужно было, да, если они станут IT-специалистами, уезжать куда-то. Наоборот, они оставались здесь, делали крутые проекты на международном рынке, создавали новые рабочие места, обучали другую молодежь. И таким образом у нас в целом вся индустрия, IT и в целом экономика будет только улучшаться.